Мне надо в течение года, не спешите, промониторьте, спросите. Конкретно вот акты, потом сводную делаете справку, а потом предложение мне. Глава Ингушетии посетил коррекционную школу в Сунже. Какие поручения дал Махмуд Али Калиматов по итогам осмотра здания, расскажем в начале выпуска. Оснащен суперсовременным оборудованием. Новый учебный корпус открылся в Магасе на базе ИНГГУ. Вирус не отступает. Переболевшие тоже в группе риска. В регионе фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Покажем репортаж из красной зоны. С тем, что необходимо провакцинировать животных против особо опасных болезней животных. Это сибирская язва, это ящур, это эмфизематозный карбункул. Как защитить от опасных болезней животных? Вакцинация – лучший способ. Ветеринары обследуют крупнорогатый скот. Мне нравятся тетради, еще портфель. И это все мне пригодится в школе, я буду всем этим пользоваться. Безликий добродетель помог детям. Икажевские школьники получили канцелярские принадлежности от неизвестного спонсора. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии посетил специальную коррекционную школу-интернат «Детский сад» в Сунже. Махмуд Али Калиматов ознакомился с условиями в учебном заведении, главная цель которого – качественное образование и трудовая подготовка по общеобразовательным программам для неслышащих и слабослышащих детей, а также их социально-психологическая реабилитация и интеграция в обществе. В школе обучаются 74 ребенка, работают 55 педагогов. Все подробности в нашем материале. Визит руководителя региона в коррекционную школу связан с ветхим состоянием здания, капитальный ремонт которого не проводился последние 10 лет. По словам директора заведения Фатимы Аздоевой, пока состояние здания поддерживается с помощью косметического ремонта. Но в скором времени этого будет недостаточно, и без основательных ремонтных работ не обойтись. Это учебный корпус, эти вот тоже как бы, но основной у нас вот первый корпус учебный, где занятия проходят. А где не основной? Не основные, как раз нам ремонт делали, видите, вот. Сделали Да, ремонт? ну крыши. А вот, внутри да. что? Средств не хватило. Знаете, у нас очень плачевное состояние крыши было. У нас Здесь завод? педагоги. Нету бюджета? Нет. Мы одно учреждение представили, образовательное учреждение, где совершенно невозможно тепловой режим поддержать на следующий год. А вообще есть проект? Да. Но здесь здание не признано аварийным в результате комиссии, да, межведомственной Минстрой. А у вас круглогодично здесь? Да. Нет, летом они на каникулы ходят, Месяца а так каникулы, это да. самое, круглосуточно. И здесь детский сад еще, кроме. Да, пришкольный на 50 мест. Давайте. Запиши полностью. Рассмотреть вопрос о капитальном ремонте в 2021-2022. Давайте продумайте. Образовательное учреждение размещается на 3 гектарах земли и располагает 9 корпусами, как учебными, так и объектами вспомогательного значения. Классы, игровые, спальные комнаты, душевые, медпункт, прачечная, спортзал, кабинет домоводства, трудового обучения, специально оборудованный компьютерный класс. Построены они и введены в эксплуатацию разные годы, начиная с 1999 по 2006. С января 2015 на базе школы функционирует детский сад комбинированного типа. Всего здесь обучается 49 детей, 15 с ограниченными возможностями здоровья. Из них 11 с нарушением слуха. Общее число персонала 120 человек. У вас какой детей? От 7 до 18. 18 лет, а садик от 3 до 7. Садик тоже ограничения? Дети, да? У нас он идет смешанного типа. Полностью 2 корпуса без крыши остались перед ураганом и полностью затекали все здания. Да, А акты помещения. были составлены? Естественно, и фотографии, фотоотчет, все у них И есть. никто не выделил? Это единственная возможность, которую вы Никто искали. не выделил? Не планировалось, потому что не заложено на капремонт средства. Нет, ЧС я имею в виду признали, ЧС. ЧС признали до сих пор как бы, Работают. да.
Махмуд Али Калиматов оценил материально-техническую базу учебных кабинетов, состояние помещений, пообщался с работниками и воспитанниками заведения, для которых уже начался учебный процесс. Он также поинтересовался судьбой выпускников спецшколы и уровнем трудоустроенности таких ребят. Фатима Аздоева проинформировала, что многие из них остаются здесь работать в составе педагогического коллектива после получения дополнительного образования и повышения квалификации, а также в качестве техперсонала. Тебя как зовут? Как зовут тебя? Ибрагим? Елес тоже. Елес. Смешно. Ну, получается у вас учиться? Хорошо учитесь? А так аккуратные дети. Да? Сами по себе чистоплотные, аккуратные, хорошие дети. В июне текущего года учреждение получило значительные повреждения во время урагана. Шквалистый ветер оставил без кровли один из корпусов. На другом покрытие было повреждено частично. Тогда средствами Национального фонда развития Ингушетии, силами команды молодежки ОНФ совместно с местными добровольцами была оказана поддержка и проведены работы по восстановлению крыш. Ты должен составить акты с приглашением специалистов. Понимаешь ты? А не говорить, вот этот разговор мне не нужен. Ты скажи, вот я акт составил, крыша, значит, квадратов столько-то, значит, по беде такой-то, значит, там или фронтоны, или лаги, несущие испортились. Берите к администрации, обратитесь, специалисты пришли, замерили, сделали, и конкретно нужно. А потом нужно, значит, составить смету. Ну, честно говоря, после урагана, когда я сюда приехала, это было страшное дело. Поэтому Ну, я мы очень вам благодарны. поэтому министр и обратилась. Мы поэтому взяли с резервного фонда. Откуда могли, только все эти деньги собрали и отдали вам. Мы знаем, Чтобы вы поэтому сделали это, очень понимаете? благодарны за это. По всем 45 объектам мне надо в течение года, не спешите, промониторьте, спросите. Конкретно вот акты, потом сводную делаете справку, а потом предложение мне. По итогам осмотра руководитель региона дал поручение ответственным лицам организовать комиссию с участием геодезистов для оценки аварийности зданий, чтобы установить, есть ли места осадки конструкций. Необходимо оценить целесообразность проведения капитального ремонта или все-таки строительства новых корпусов. Решение будет принято по итогам работы оценочной комиссии. Хадида Абриева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров, Новости 24. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов наградил работников отрасли, отличившихся и внесших значительный вклад в развитие сферы. В церемонии приняли участие руководители и работники компаний топливно-энергетического комплекса, ветераны нефтегазовой отрасли. В своем выступлении глава Ингушетии отметил, что несмотря на трудности, которые испытывает нефтяная отрасль во всем мире, нефтекомплекс республики остается одним из ключевых секторов экономики региона. По словам руководителя субъекта, все достижения, которыми гордится предприятие, безусловная заслуга большой команды профессионалов. Поэтому особая благодарность была высказана ветеранам, тем людям, которые стояли у истоков становления предприятия. Руководитель субъекта вручил работникам компании заслуженные награды. Так, за многолетнюю добросовестную работу грамоту из рук главы региона получили генеральный директор Ингуш-Нефтегазпром Муслим Татриев, главный инженер открытого акционерного общества Роснефть Ингуш-Нефть Рустам Катиев, который проработал в отрасли более 20 лет. Начальник Малгобекского участка технологического транспорта Амурхан Исиев, работающий в нефтяной отрасли с 1982 года. 20 тысяч квадратных метров для изучения естественно-научных дисциплин. Новый учебно-лабораторный корпус открылся в Магасе на базе ИНГГУ. Он оснащен новейшим инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направлений. Предусмотрены операционный, анатомический музей, оборудование для онлайн-консилиума и все, что позволит будущим врачам, биологам и химикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление. Репортаж Хавы Гагиевой. Почетную миссию официально открыть новый корпус родного университета возложили на Магомеда Евлоева. Он в числе лучших студентов медицинского факультета ИНГУ. Учится на 5-м курсе. И хоть теорию знает на отлично, подкрепить знания на практике не всегда удавалось. А сейчас для этого есть все условия. Все строго в белых халатах, без них студентам нельзя. Открытие нового корпуса естественно-научных дисциплин – знаменательный день для преподавателей и студентов. Среди почетных гостей Джамбулат Аздоев с поздравлениями и пожеланиями обратился ко всем присутствующим.
Позвольте мне зачитать от имени главы Республики Ингушетия приветственный адрес. Уважаемый Арсамак Магомедович, уважаемые преподаватели, научные работники университета, дорогие студенты. Сегодня замечательный праздник. Будущие высококвалифицированные специалисты республики и их наставники получают великолепный подарок. Свои двери распахнул новый учебный лабораторный корпус естественно-научных дисциплин Ингушского государственного университета. Строительство корпуса стало возможным благодаря поддержке со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Отдельная благодарность руководству университета в лице ректора Махмазанова Арсамака Магомедовича за деятельный вклад в развитие университета. Кафедра анатомии человека, физиологии, химико-биологического факультета, микробиологии и многое другое. Сейчас учиться будет не только интересно, но и комфортно. А ведь раньше приходилось учиться в старом здании, где не хватало современных условий и даже мест. Мы с вами знаем, что медицина для истинного врача – это больше, чем профессия. Медицина – это образ жизни. И невозможна педагогическая деятельность без научно-исследовательской. Поэтому открытие данного корпуса для наших студентов, ординаторов, вообще для всей республики играет огромное значение. Здесь будут проводиться научно-исследовательские работы наших студентов. Естественно, согласно этим работам будет оформляться статейный материал, что очень важно для будущих врачей. Новый корпус построен в рамках федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годов. Здание 9-этажное, оснащенное передовым оборудованием. Медицинский факультет был образован в 1997 году, и все эти годы студенты-медики обучались в приспособленных, не соответствующих эргономическим нормам помещениях бывшей районной поликлиники. Сегодня совершенно иные условия предоставляем мы им. Здание университета примет будущих врачей, химиков, биологов. К слову, еще одна инновация в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии. Это интерактивный анатомический 3D-стол, с помощью которого получится со всех ракурсов изучить системы и органы человеческого тела. Стол позволяет нам изучать нормальную анатомию, позволяет нам смотреть гистологию, смотреть сканы КТ, МРТ, 3D-сканы анатомических препаратов и топографическую анатомию в высоком качестве. Могли бы что-нибудь продемонстрировать? Конечно, мог бы. Вот, например, можно сделать вот такой срез тела. Вот, пожалуйста. Вот, и вот так вот менять плоскость отсечения. То есть здесь вот прекрасно видно сердце. Вот, срезы мозга. Ну и всего остального. Вся идеология нового корпуса ИНГУ направлена на экологичность, энергосбережение и безопасность. Впервые в республике использованы лифты системы рекуперации энергии. Все главные отсеки корпуса разграничены специальными противопожарными дверьми, которые отсекают не только пламя, но и препятствуют задымлению. Помимо всего прочего, новый корпус может похвастаться и своим огромным спортзалом вместе с тренировочным комплексом и скалодромом. Кстати, это самый большой в республике спортивный зал площадью 1200 квадратных метров, широкими возможностями трансформации и проведения профессиональных соревнований. Ну а стена для скалолазания самая большая на юге России. К слову, при университете также появился аккредитационно-симуляционный центр. Справа стоит монитор пациента. Это виртуально имитированный монитор. То есть вот этот компьютер находится вместе со студентом во время занятия, а вот этот в другой комнате с преподавателем. И преподаватель через него все контролирует. К примеру, мы можем взять сердечный ритм. И вот, пожалуйста, здесь выбор разных вариантов. То есть можно включить фибрилляцию, нажать ОК. И вот, пожалуйста, одновременно она поменялась на мониторе пациента. Вот, все тренды пошли вниз. И монитор еще начал ругаться, что все плохо. Благодаря центру студентам-медикам станет проще оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление, а также отрабатывать свои знания по неотложной помощи на роботах-симуляторах. Эти современные симуляторы отличаются своей многофункциональностью. Помимо того, что он имеет возможность имитировать дыхание, также может показывать такие заболевания, как отек языка, спазм нижней челюсти и еще 11 точек пульпации. Анатомический музей, 2 операционные, оборудование для проведения онлайн-консилиумов. Перечислять все плюсы нового корпуса можно долго. В перечне технических возможностей есть еще одна изюминка, которую не могут похвастаться даже в больницах региона. Мне бы хотелось отметить, что помимо вот этих бестеневых ламп, всего оснащения, электронный микроскоп хирургический, не во всех клиниках он есть.
Еще бы хотелось отметить, что нам установили приточно-вытяжную систему. Эта система обеспечивает очищение воздуха. У нас здесь два аппарата. Это потолочный рециркулятор и рекуператор. Потолочный рециркулятор имеет такой фильтр, который очищает воздух, стерилизует его, и процесс там, где стоят оперирующие хирурги и лежит больной, воздух стерильный. Если нам этого недостаточно, мы можем включить рекуператор. Происходит забор воздуха через вот эту нижнюю сеточку, он санируется, и через верхний выход опять в операционную стерильного воздуха. Глядя на все это, учебные аудитории с оборудованием для работы в интерактивном режиме кому-то покажутся прошлым веком. Лаборатории для химиков и биологов оснащены специальной мебелью, выдерживающей влияние агрессивной среды и локальной вытяжной вентиляции для каждой специализированной аудитории. С открытием этого корпуса нас ждет очень большое будущее в плане нашей учебы и в плане всего нашего развития, как меня, как биолога, да. У нас есть многие лаборатории касаемо разных направлений, например, лаборатории микробиологии, той же физиологии человека. Есть очень много возможностей, и я очень сильно благодарен людям, нашему президенту, всем, кто в этом участвовал. В частности, я благодарен своему декану Татьяне Тугану Инусичу. Ну а в скором времени, помимо результатов научной деятельности, студенты могут проводить время в специальном атриуме. На самом верху корпуса там разобьют оранжерею, где будут выращивать редкие растения. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. У более 5100 человек выявлен коронавирус в России за сутки. Число больных в стране перевалило за 1 миллион. В Ингушетии за минувшие сутки зафиксировано еще 33 случая с коронавирусом. Всего в регионе подтвержденных случаев ковид 4510. Все чаще фиксируют и повторные случаи заражения COVID-19. О том, что уже переболевший коронавирусом человек может вновь подхватить вирус нового типа, специалисты говорили еще во время первой волны. Растут и суточные показатели заболевших. Подробные новости из красной зоны в репортаже Муслима Ганиева. 2 пары перчаток, специальный костюм, бахилы, респиратор. Вдобавок еще и очки. Впрочем, все как полагается. Чисто, чтобы все это одеть, уходит около 5 минут. Но без этого в отделение с больными COVID-19 не пускают никого, в том числе и нас. В конечном итоге все выглядит вот так. Здесь начинается красная зона или зона особого контроля. Маски, халаты, очки, респираторы. Без дресс-кода вход воспрещен. Башира Дарсигова в отделение реанимации доставили буквально за полчаса до нашего приезда. Мужчине трудно было дышать, температура подскочила под 40. Пациента экстренно доставили в больницу. Быстро оказанная медицинская помощь дала моментальный эффект. Я такая 40 градус температура отвела, представьте. Майские равны, ну, хаваля, все. Ханзет, температура 37 и 2 яр ханзет стачка. Сасахат мат дастан сахавал. Наш хашдит там яхи, папельш. Аверд бям хаверсуа. Для лечения больных с COVID-19 в Сунжской районной больнице отвели целый корпус, более десятка кабинетов реанимации, а также отделение для будущих мам. Зайнаб Арцханова с коронавирусом сюда попадает уже во 2-й раз. Сейчас она находится в реанимационном отделении. Несмотря на тяжелое состояние, женщина не теряет оптимизма и рассказывает свою историю с улыбкой. Чармонер, что злоханцуело, сахобьельмя, свадьбашка. Хатсахалч, дуани. Всего в этом отделении в Сунжинской больнице 40 мест. Сейчас здесь проходит лечение 33 человека, 6 из них в реанимации. Сейчас их состояние стабильное, но для врачей это не повод расслабляться. Больные тяжелые, стабильные и нестабильные больные находятся в отделении реанимации. На данный момент Хашиев больной поступал в крайне тяжелом состоянии с
скотокартиной 4-й степени, тяжелой степени. Был тяжелый, был на неинвазивном ИВЛ, имеется в виду искусственная вентиляция легких. Сейчас на данный момент уже без неинвазивного ИВЛ находится, сатурация уже выросла, чувствует более-менее себя уже лучше. Состояние стабилизировалось. Больной Тимурзиев поступил 20 дня назад. Дома больной лечился. Была в начале КТ 1 степень, на данный момент КТ 3 степень. Больной поступал тяжелый, с низким давлением, низкой сатурацией. Состояние улучшилось. Находится на кислороде без искусственной вентиляции легких. И состояние стабильное, тяжелое стабильное. Риск заражения коронавирусом все еще высок. Список больных COVID-19 ежедневно пополняется. Среди них и взрослые, и дети. В Ингушетии за весь период заболели более 4,5 тысяч человек. Около 4 тысяч выздоровело. Врачи просят жителей соблюдать элементарные правила, а при первых симптомах обратиться к участковому врачу. Мы все понимаем, что не выходить из дома категорически никто не сможет. Сидеть на крайней самоизоляции, на жесткой. Хотя бы, выходя из дома, иметь при себе маску, надевать эту маску, надевать ее правильно, держать дистанцию 1,5 метра друг от друга и не стесняться этого. Нужно, наоборот, стесняться того, что мы это не соблюдаем, и по нашей вине, по вине каждого из нас может заболеть тот, кто более тяжело это перенесет или не перенесет вообще. Специалисты отмечают, в группе риска все еще остаются люди в возрасте. Именно они чаще всего умирают от вируса. Легче всего болезнь переносят дети и молодежь. Заканчивается наше посещение больницы там же, где и начиналось. Не представляю, каково это работать целый день в этих костюмах. Мы с моим коллегой пробыли в них только 1 час, но устали, как будто бы работали весь день. Все мокрые от пота до ниточки, но итогом довольны. Невозможно переоценить труд медиков, которые работают с больными COVID-19 и днем, и ночью. Дай бог им здоровья. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Малгобекская городская прокуратура выявила сайты с информацией о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании без прохождения обучения. Вход на сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. В соответствии с федеральным законодательством распространение подобной информации запрещается. В связи с этим прокуратура Малгобека направила в суд исковые заявления. Малгобекский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора. Доступ к 6 интернет-сайтам заблокирован. Как защитить от болезней животных? Вакцинация – лучший способ. Ветеринары региона призывают хозяев не откладывать эту процедуру, поскольку ежегодная вакцинация, особенно до наступления холодов, показана почти абсолютно всем животным. Сейчас специалисты ветслужбы берут пробы и обследуют крупнорогатый скот. Каких правил следует придерживаться фермерам, расскажет наш корреспондент. Забор крови у животных даже для специалистов дело не из легких. Порой и травмоопасное, поэтому Ахмед Балхаев страхуется как может. Кровь берет для исследования на наличие лейкоза, говоря проще, выявления пораженных клеток. Сама процедура последующей вакцинации занимает у Ахмеда не более получаса. При проведении профилактических мероприятий, при вакцинации, например, этого бычка, конечно же, бывают затруднения. Для того, чтобы привить животное, его нужно хорошо фиксировать, так как оно брыкается, сопротивляется. Длительная повышенная температура, малоподвижность и истощение у животных – признаки, пожалуй, самого распространенного среди крупнорогатого скота заболевания – сибирской язвы, которой, по всей видимости, и болеют обитатели в хозяйстве Беслана Дзангиева. Он обратился за помощью специалистам в ветстанцию. Беслан уже с отчаянием делится, трудно наблюдать, как мучаются животные. вроде махам тияй, ханс куанходдық қойсын результат. Үстін дек лориш бұл мобат, любое время даяқ деген шабуақ. Суақ керш, лозыр кипта ей дуқ қытбаларяш. Ну дарбы қылыр сас ақинен, ақштаялыр. А так нормально. Лоришім дек бұған режим, делға етіміз.
Уже по завершению вакцинации ветеринары дают рекомендации хозяину обработать животных раствором против клещей и так называемых гельминтов. Ветеринары отмечают, фермеру везет, ведь разные формы болезни, включая кишечные, легочные и кожаные, протекают бессимптомно. По словам специалистов, животные болеют 20 видами болезней. С наступлением осени на ветеринарной станции начали массовую вакцинацию животных. Эта работа сопряжена с тем, что необходимо провакцинировать животных против особо опасных болезней животных. Это сибирская язва, это ящер, это эмфизематозный карбункул. И одновременно с этим до вакцинации мы проводим диагностические исследования на бруцеллез, на туберкулез и лейкоз крупного рогатого скота. Эти мероприятия нацелены на то, чтобы выявить среди частного поголовья больных или носителей, возбудителей данных заболеваний, указанных заболеваний. Во время вакцинации не обходится без трудностей, рассказывает Аюб Мурзабеков. Связано это со временем содержания животных на дому в темное время, в сарае или в загоне. Практически невозможно взять кровь для исследования. Буквально на днях оповестили некоторые села, населенные пункты. Это Сунжа, это Нестеровская, где будут массово организованы, созданы загоны и организованы владельцами животных для проведения этих мероприятий. Мы выедем буквально с понедельника, мы уже наметили на понедельник Нестеровская, вот эту вакцинацию, исследования будем проводить в массовом порядке. Животные, у которых выявлены такие болезни, как туберкулез и лейкоз, должны быть изолированы от стада. Необходимо отправить на убой с последующей термической обработкой. Такое мясо не рекомендуется употреблять в пищу. Мероприятия по выявлению болезней и вакцинации скота будут проводиться до декабря совместно с местными муниципалитетами и фермерами. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Ахмед Гандаров, Новости 24. Стимулирующие выплаты помимо медиков получат работники других организаций, участвующие в борьбе с коронавирусом. Это касается работников организаций, находящихся в ведении Минздрава, Миноборнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем. По распоряжению премьер-министра страны из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста. На переселение граждан из аварийного жилья в текущем году будут направлены дополнительные средства. Такое распоряжение в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На решение проблемы аварийного жилищного фонда выделят 50 миллиардов рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства. Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить более миллиона непригодных для жизни квадратных метров. 75 детей получили канцелярские принадлежности и рюкзаки от спонсора, который предпочитает оставаться неизвестным. Молодой человек по имени Ройс странствует, находит бедных и помогает им. Кому-то он дает деньги, бездомным покупает дома, больным оплачивает лечение. В первой школе Икажева Безликий провел акцию «Собери ребенка в школу». Хава Газикова с подробностями. Хорошо? Давай. Вот так возьмешь, вот так возьми его. Во, молодец, умничка. Собрать ребенка в школу для многих удовольствие не из дешевых. Ясмина Аушева перешла в 8 класс. В программе прибавилось несколько новых предметов, а с ними и дополнительные расходы на учебные принадлежности, которые они сегодня получили. Мне дали книги, которые мне очень нужны. Спасибо тем, кто организовал эту акцию. Это большая помощь для моих родителей, для папы и мамы. Пенал, дневник, ручки, карандаши с фломастерами. Это не весь перечень канцелярских предметов, что входит в набор. Дети, кстати, уже успели оценить все содержимое подарка. Мне нравятся тетради, еще портфель. И это все мне пригодится в школе, я буду всем этим пользоваться.
Для детей, родители которых не могут позволить себе покупку обновок для ребенка, подготовка к школе часто становится актуальным вопросом. Можно смело заявить, что у воспитанников этого учреждения такой проблемы не будет. Сон хатсому боуч обирш та хайка уже помощь ног слухде анхетсон хатсик анки второй класс водежва мукжват швесс портфелем تاتنا حرباشتي مداخل إنه أنا شكولي تبخيت تثبت حتى يمو خص بارتفيليش أختي وحكي حماش جابو مشير. Подготовить к школе одного ребенка для малоимущей семьи уже расходы не по бюджету, не говоря о многодетных. У Залины Албагачиевой 5 детей. Подарок сегодня получает самый маленький член семьи. Акция «Собери ребенка в школу» традиционная, но в этом году ее спонсором в первой школе Кажева стал известный уже многим благотворитель Безликий. Он передал 100 тысяч рублей на закупку канцелярских наборов для школьников, включая книг, которых не хватает. بوي دوك حاستا سجي دال دوك حاستا بيوخ ترى دوك مسكشني دوك حاستا تخر دال صادول تشيروت دال سو وقتوس. Получили помощь учащиеся с 1 и по 11 классы. Всего 75 детей. Данная акция адресная. Мы сделали очень жесткий отбор. И вот эта категория детей сегодня получит вот эти подарки. Мы выбирали детей из категории малоимущих, многодетных семей, семей неполных и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта акция дарит радость тем, кто получает поддержку, и тем, кто ее оказывает. Хава Газикова, Майербек Мержоев, Новости 24. Ингушская команда по регби готовится к очередной игре. Олимпийский контактный вид спорта закрепился в Ингушетии. Первая секция создана не так давно, но ингушские регбисты хорошо освоили тонкости игры, популярные на Западе. Успеху команды способствуют постоянные активные тренировки. На одной из них побывал Харун Аздоев. Регби в Ингушетии продолжает набирать обороты, как и очки Федеральной регбийной лиги. 9 августа состоялась встреча с командой из города Нальчик в Кабардино-Балкарской республике. Теперь на очереди выездная игра в городе Грозном. В случае успеха наша команда «Магаз» проведет 2 домашние игры и по итогу набранных очков может претендовать на участие в финале, который состоится в городе Сочи. Сборная Ингушетии продолжает свое шествие в чемпионате страны по регби в любительской лиге. 3 минувшие недели проходила подготовка к очередной квалификационной игре на выезде. Для укрепления команды пригласили легионеров из дагестанской команды, каждый из которых за плечами имеет как минимум 5-летний опыт. Абдурахман Газимагомедов становился призером чемпионата России по регби-7 в составе своей команды из Дагестана. Мастеровитый спортсмен видит в наших игроках высокий потенциал и отмечает, что у них есть качество, без которого лучше на поле не выходить. Выделить хочу характер, в первую очередь. Парни очень на характере играют. Даже, нет опыта, но я думаю, у них будущее будет. Побольше тренироваться, побольше смотреть игры, чтобы набираться опыт, и побольше игр. Если Министерство спорта ваше будет поддерживать регби в Ингушетии, то, я думаю, будущее у вас будет. Команда «Магаз» мерится силами в одной группе с регбистами Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики. Прошедшая встреча в Нальчике позволила выявить слабые места нашей команды, над которыми все эти 3 недели шла упорная работа. Уже завтра нашим парням предстоит сразиться с командой Грозной. Настрой у ингушских регбистов боевой. Цель – одержать победу и удивить кавказское регбийное сообщество. В любом случае мы надеемся на победу, будем работать. Едем за победой, если честно. Там как игра пойдет. Команда очень хорошая, сборная Чеченской Республики. Они чуть больше нас работают, можно сказать, на года 3-4 они уже работают. Команда у них хорошая, укомплектованная. Но ребята настроены на победу, будем биться. Это финальная часть подготовки к очередной игре. Идет работа над выносливостью и техникой. Для ингушской команды этот турнир – первая возможность принять участие в Кубке страны. И кто знает, вдруг именно наши регбисты станут первыми дебютантами. А для самих игроков шанс показать себя и пробиться в основной состав сборной. Но это не значит, что для желающих не найдется места. Ждут всех при одном условии. Чтобы начать играть в регби, это первое, должно быть желание у самого игрока, у самого спортсмена. И состояние здоровья, он должен быть здоров.
готов играть в регби. Предыдущий матч нельзя назвать тестовым поединком, но все же завтрашняя встреча ожидаемо пройдет в яркой борьбе. Соперник очень интересный, и по правилам будет неограниченное количество замен. Укрепленные фланги и линия атаки за счет влившихся в команду легионеров из Дагестана существенно улучшили позиции на поле. После таких тактических новинок тренер команды «Магаз» хочет опробовать быстрого Абдулу Ахмедова на позиции 10-го номера. Ответственность, конечно, большая же, потому что здесь, опять-таки, я скажу, нам приходится на 200% играть, потому что там опытные игроки у нас, а тут они опытные, и сыгранности никакой нету, и нам приходится больше выкладываться. Но игроки молодцы, они очень быстро набирают. В прошлый раз я уже с ними играл, а сейчас прихожу, как будто уже со своими профессионалами играю. После встречи с грозненской командой «Магаз» проведет 2 домашних матча, о которых мы тоже расскажем. Харун Аздоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. Завтра в 21:00 в эфире нашего телеканала смотрите информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска. Раны, которые время не лечит, хроника горьких событий, готовившиеся теракты в Ингушетии. Я слышал, как они друг друга разговаривали, что надо в День знания 1 сентября сделать теракт. Эксклюзивные кадры ФСБ. Особый ритуал горцев, пряность, которая есть на кухне почти у каждой хозяйки Гумбетовского района. Мы сделаем чай. Она очень лекарственная. Мы еще колбасу и добавляем. В Дагестане собрали урожай тмина. Важное событие. Яркое здание, красивая мебель, веселые игры и добрые воспитатели. Мы сегодня делаем очередной шаг развития дошкольного образования. Мы еще будем многое претворять в жизнь. В Магасе открылся новый детский сад «Маленький гений». За партой сели те, кто хочет запустить свой устойчивый сельхозбизнес. На Ставрополе заработала школа фермера. И тема наша вводная: экономические основы организации фермерских хозяйств. Расскажем о секретах создания фермы. Музей станицы Зеленчукской скоро пополнится новыми экспонатами времен Великой Отечественной войны. Здесь идет метров 10, с 2 до 5 метров склон. Экспедиция «Подводный Кавказ» закончила погружение в горные озера Качиар. Настоящий островок зелени, растения, которые не только красивые, но и полезные. Петунии разных сортов, разных отцветок, георгины, лилии. Житель Дербента превратил двор в цветущий оазис. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.